Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатульна. И вот о чем сегодня расскажем. 60 килограммов чая, тонны чак-чака и десятки конкурсов. Это такая возможность показать самобытность нашего народа, нашу культуру. И он праздник для всех. О том, как прошли народные гуляния республиканского Сабантуя, расскажет Алия Хайрудинова. Отремонтируют крыши, обновят фасады и системы отопления. В каждом доме живут наши люди, поэтому я прошу своевременно реагировать там, где подрядчики не справляются. Сколько казанских домов преобразятся в этом году по программе капремонта и сколько подрядных организаций оказались в черном списке, расскажет Рамиль Галиулян. Своя пашня, машинный парк и уникальные тренажеры. С второго курса начинается практика и перебираю любые тракторы. Как обучить профессионала в условиях современного рынка? Филюза Хамидуллина. Золотоордынский клад из 24 тысяч монет, первый напечатанный в мире Коран и фрагменты покрывала, которым укрывали мусульманские святыни в Мекке. Это результат взаимодействия музеев и библиотек Республики Татарстан. На уникальной выставке, посвященной 1000-столетию принятия ислама, вместе с президентом сегодня побывала Юлия Гоголева. Казанский Сабантуй в эти выходные посетили 110 тысяч человек. Еще 15 тысяч следили за скачками на Казанском ипподроме. Столица принимала гостей сразу на 3 площадках: в Березовой роще в Дербышках, на Лебяжьем и в поселке Мирный. Здесь отмечал праздник президент Рустам Минниханов с супругой. В этот раз они были с гостями. В Казань прибыл губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Главные слова благодарности труженикам села, главный приз батырам Майдана. Как робот в тюбетейке оказался хранителем традиций, сколько чашек татарского чая подано гостям и что взяли на заметку в руководстве Кузбасса, в репортаже Алии Хайрудиновой. Так радушно и хлебосольно встречал гостей Казанский Майдан поселка Мирный. Это главная площадка празднования, и традиционно именно сюда прибывает руководство республики и гости. Рустам Минниханов с супругой Гульсиной Ахатовной в компании губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева с женой и государственный советник республики Ментимер Шаймиев. Праздничный дресс-код соблюден, гости в тюбетейках и с хорошим настроением. Более 1000 артистов воспевали труд земледельцев, прославляли батыров полей, рассказывали о традициях и обычаях нашего народа. Сабантуй – прекрасная возможность показать самобытность и культуру. Этот праздник для всех, говорит президент Рустам Минниханов. Мы искренне благодарны всем нашим гостям из-за рубежа. Вот наши турецкие братья здесь, из Кемерово. Многие города сегодня представлены. Мы искренне благодарим организаторов в первую очередь и районы, которые привезли прекрасные подворья. Но самое главное, спасибо вам, нашим гостям, которые с желанием приехали и с пожеланиями хорошего настроения, успехов, процветания нашей стране. Благодарность за то, что Казань делает очень много во благо нашей республики. Искреннее вам поздравления и успехов. Байрамля и сансаувалагас. Наши сельчане, которым отдельный низкий поклон от всех жителей Казани, от всех тех, благодаря нашим сельчанам на столе есть хлеб. И сегодня, отсеявшись, завершив посевные работы, наш казанский Сабантуй завершает праздник плуга и урожая. Пусть будет большим урожай, хорошим урожай. С приветствием к татарстанцам обратился и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. В Казань он прибыл напрямую из Ульяновска, где в субботу завершился федеральный Сабантуй. Эстафета переходит в Кузбасс. Я смотрю на это великолепие, на этот праздник и понимаю, что он так захватывает сердца людей не потому, что он зрелищный и красивый, не потому, что он веселый, а потому, что он соответствует нашей душе, нашим жизненным принципам. Любовь к своей родине, любовь к своей семье, любовь к своему труду на благо своей родины,
любовь к своим детям и воспитание своих детей, уважение к старшим. Украшения Сабантуя, подворье районов республики. В Кукмарском представили быт татар, русских, кряшин. Здесь, возле расшитых полотенец, пуховых подушек, президент Рустам Минниханов и гости делают памятное фото. В Заинском развернулась национальная борьба крэш. В подворье Высокогорского района представили татарскую деревню начала 20 века. Возле ворот Алексеевского подворья губернатор Сергей Цивилев пробует звонить в колокола. Тут же мастерицы за работой на ткацком станке. Рустам Минниханов отмечает, он очень редкий, ткут на нем единицы. Она же очень трудоемкая. Очень сложный женский, физически сложный. Кто-то говорит, вот у нас до сих пор стоит, но он в разобранном виде. Вот, все равно люди, любое поколение приходит, у каждого свой интерес к этому есть. Сабантуй – это место, где переплетается наше прошлое и настоящее. Вот КАМАЗ представил современные большегрузы. В кабинах можно было посидеть и почувствовать себя победителем шелкового пути. Как и положено, в год цифровизации гостей приветствовал робот в тюбетейке. Поздравляю вас с праздником, Сабантуй. В городе же посчитали, каждый 5-й участник Сабантуя – гость Казани. Сабантуй – это многонациональный праздник. И в Татарстане у нас все эти народы живут в согласии. И мы тоже хотим показать гостям, которые пришли на этот праздник. Самых дорогих гостей наши бабушки встречали с блинами, готовили их в печи. Вот и мы не забываем наши традиции. Даже на Сабантуй настоящую печь привезли. Пока одни гостили в подворьях, другие участвовали в народных забавах. Сабантуй – это десятки конкурсов, бой с мешками, крэш и, конечно же, бег с коромыслом. Мы тоже решили себя попробовать. Бежим! А еще лазали на столб, разбивали горшки. На сцене хедлайнерами праздника стали Асаф Валиев, Зинера и Резат Рамазановы, Зайнаб Фархиддинова и Зуфар Билалов. Тут же развернулась борьба крэш. Сильнейшие батыры районных Сабантуев, затянув потуже кушаки, боролись за имя абсолютного батыра. В этом году подарок традиционно баран и впервые квадроцикл. На Сабантуе в Мирном победу одержал Ренат Давлетшин. В Дербышках Айрат Фатхуллин, на Лебяжьем Булат Мусин. Это многонациональный праздник, который объединяющий. В этот период особенно, Казань в этом году очень сильно подготовилась, так скажем, красиво. Это наш родной праздник, мы с удовольствием его посетили. Мы всей семьей, нас многодетная семья, трое детей. Это единство. Это сплоченность народа. Это наше, понимаете? Это мы все. Готовились к празднику плуга основательно и с любовью. Гости выпили 300 литров чая, съели тонну чак-чака. И главное, получили заряд хорошего настроения на год вперед. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Рустам Минниханов сегодня встретился с первым заместителем генерального директора корпорации «Туризм.РФ» Денисом Сикачевым. Обсудили вопросы сотрудничества, внутренний туризм, а также развитие 5 туристических кластеров – Соколка, Свияга, Камское устье, Лаишево и Волжская Булгария. Последняя часть проекта «Волжское путешествие», который будет способствовать повышению турпотока еще в 6 субъектов ПФО. История Волжской Булгарии сегодня стала ближе к казанцам. В Кремле открылась выставка «Свет веры», посвященная 1100-летию официального принятия ислама. Ее подготовили ведущие научные центры, музейные и библиотечные фонды республики. И выставку, и присутственные места осмотрел Рустам Минниханов. Здесь же он ознакомился с предложениями по созданию музея истории Казанского Кремля. Какие из уникальных экспонатов сегодня показали президенту и что его впечатлило в здании присутственных мест, расскажет Юлия Гоглева. Вот эти вот своды, стены, полы тоже состоящие из сводов подвального помещения. Самый большой экспонат будущего музея Казанского Кремля – само пространство, говорят президенту авторы проекта. Поэтому важно сохранить оригинальный вид стен и полов. Основные работы по реставрации впереди, но уже нет сомнений. В сочетании с мультимедийными инсталляциями помещение станет основной музейной площадкой Кремля. Основная идея, в принципе, заключается у нас она единая в том, чтобы открыть вот эти центральные части с полами в каждом помещении
и сделать обходные мостки вокруг. Президент поручил доработать проект с учетом некоторых замечаний, подчеркнув, нужно максимально сохранить исторический облик этого уникального пространства, сохранить дух, который здесь есть. Следующей точкой в маршруте Рустама Минниханова по присутственным местам стала выставка «Свет веры», посвященная 1000-столетию официального принятия ислама. Многие экспонаты в этих залах не выставлялись на публике из-за хрупкости и почтенного возраста, хранились в фондах библиотек и нацмузея. К примеру, этот первый в мире двухтомный печатный Коран 1803 года. В одной из частных казанских типографий над ним работали на протяжении почти 2 лет. Это и коммерческий успех, и результат большого труда, большого коллектива, и сегодня даже наши современники из Кавказской республики, из Средней Азии, из регионов России, приезжая и слушая наш рассказ о казанском издании, говорят, что и сегодня они учатся читать по казанскому изданию. Это фрагмент старинного шелкового покрывала XIX века с ручной вышивкой. Еще в царские времена его выкупили меценаты. В годы советской власти передали в нацмузей. Больше 100 лет назад в Казани, оказывается, это покрывало, выполненное из шелка, покрывало, которым накрывалось здание Каабы в Мекке. Очень редкий экземпляр. Показали сегодня президенту и золото-ордынский клад. В 1986 году его обнаружили в Апастовском районе во время археологической экспедиции. 24 тысячи монет отчеканены в 13-14 веках. По этим монетам можно изучать не только историю, культуру, но и географию Золотой Орды. На каждой из них указано имя хана, по поручению которой они были отчеканены. Кроме того, обозначено время и место, где именно это было сделано. Редкие рукописи, шамаили, молитвенные коврики и украшения. Каждый из экспонатов – частица большой истории, рассказывающей о событиях, произошедших на территории современного Татарстана в 922 году. В завершении визита Рустам Минниханов ознакомился с проектом «Театр национального костюма», побывал на показе современной татарской моды и изучил концепцию развития дворовой территории здания присутственных мест. Со временем здесь появится современная и обустроенная зона отдыха для туристов. Юлия Гоголева, Сергей Кузьмин, ТНВ, Казань. 3 подрядные организации по итогам прошлого года в Казани оказались в черном списке из-за срыва сроков капремонта и некачественного выполнения работ. Об этом сегодня сообщили в мэрии города. Строго контролировать график выполнения программы поручил Ильсур Медшин главам районов. В прошлом году капремонт затянули до первых снегов. В 22-м в Казани отремонтируют 161 дом. Заменят инженерные сети, обновят кровлю и фасады. На сегодня программа выполнена уже на четверть. Рамиль Галиулин продолжит. В данной квартире поменен водопровод холодного водоснабжения. Так преображаются квартиры 16-го дома по улице Минская. В здании 89-го года заменят инженерные сети. Приведут в порядок и внешний облик. Работы начали в середине мая и сейчас выходят на финишную прямую. Капитальный ремонт в многоэтажке проводят впервые. Все вот эти коммуникации уже были в плачевном состоянии и периодически затапливал жильцов. Были вопросы по межпанельным швам. Где-то в каких-то квартирах было продувание, промерзание. Сейчас в данный момент все устранили. Где-то заменят фасад, где-то кровлю, где-то отопление и лифты. В программе на этот год 161 дом, в том числе 37 малоэтажных. На это выделено почти 2,5 миллиарда рублей. В этом году в рамках капремонта в некоторых казанских домах решат наболевшую проблему. Кроме стандартного перечня работ, в 5 домах заменят газовые коммуникации и установят датчики угарного газа, чтобы избежать трагедий, которых в последние годы было немало. На четверти объектах капремонт уже завершен. В этом году генеральные подрядчики привлекли к работам 34 субподрядчиков. Среди них есть и новички. Как отметили в мэрии, к ним особое внимание, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация, когда капремонт завершали зимой. Сюжеты о проблемах казанцев мы снимали практически ежемесячно. Например, работы в 24-м доме по улице Светлая в Кировском районе шли до декабря. Причину затянутого ремонта в управляющей компании объяснили сменой подрядчика, который не смог выполнить взятые на себя обязательства. Как она могла попасть? Тут захочешь, я воду не нальешь. В ноябре непогода проверила на прочность качество капремонта в ряде районов города. Испытания некоторые подрядчики провалили. Из-за некачественной работы ведра и тряпки стали частью интерьера казанцев. Где даже не тепло, начало уже течь. Крышу вроде сделают, а никак до ума не доведут. По итогам прошлого года 3 подрядные организации оказались в черном списке.
кто-то переоценил свои силы, возможности, не справился, подвел жителей. Были такие подрядные организации. Их сегодня на программе капитального ремонта нет. Вместо них появились новые организации. Я думаю, что тот опыт, который негативный, к сожалению, получен в прошлом году был, но он поможет в этом году избежать этих проблем. Строго контролировать график выполнения работ и своевременно реагировать на обращения жителей. Такое поручение главам районов дал Ильсур Медшин. В каждом доме живут наши люди, поэтому я прошу своевременно реагировать там, где подрядчики не справляются или по каким-то причинам не соответствует уровню. Пожалуйста, принимайте решение тогда, когда еще можно и нужно успевать. Успеть закончить сезонные работы по фасаду, кровле и отоплению нужно к 15 августа. Все работы по капремонту должны завершить до конца сентября. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Непроверенный Роспотребнадзором пляж в Камских Полянах оказался в списке открытых на лето. Конфуз сегодня произошел на утреннем совещании в Нижнекамске. Заместитель руководителя исполкома доложил о готовности 2 пляжей к купальному сезону. Однако у Роспотребнадзора это заявление вызвало удивление. Оказалось, на пляже в Камских Полянах проверено только дно реки, но не были взяты пробы воды и песка. Разрешение на открытие инспекторы не выдавали. Здесь немножко идет недопонимание по месту рекреации, это место отдыха, принятие воздушных ванн, но без купания, и понятие как пляж и санкционированное купание. Будут проведены необходимые исследования, в том числе и песка, и воды в реке Кама в районе пляжа Мандарин, и значит, все благополучным образом разрешится, и население рабочего поселка Камские Поляны получит санкционированное место купания. Коневод из Татарстана по решению суда вернет грант Минсельхозу. Как вместо 100 лошадей на конеферме оказались только 10 жеребят. Детали истории читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня Рустам Минниханов встретился с делегацией Министерства промышленности и технологий Турции и руководством организованной промышленной зоны ГЕПКИМ. Президент отметил развивающееся сотрудничество между Россией и Турцией. Только в Татарстан турецкий бизнес инвестировал $2,5 миллиарда. В прошлом году товарооборот превысил 560 миллионов, и эта цифра может быть намного больше, выразил уверенность президент. В рамках визита гости посетят особую экономическую зону Алабуга и завод КАМАЗ. Отношения между нашими государствами, Турцией и Россией, развиваются в плане стратегического сотрудничества. Все это позволяет нам активно работать по продвижению проектов как в Татарстане, так и в Турции. Несмотря на все сложности, турецкие предприятия, турецкие заводы работают. Я думаю, что у вас завтра будет возможность посетить, посмотреть. В Казани за год на четверть выросло количество предпринимателей и самозанятых. Их число достигло 148 тысяч. Как сообщили на совещании в мэрии города, растут и налоговые платежи в бюджет столицы. Малый и средний бизнес, а также самозанятые перечислили в казну более $1,5 миллиарда рублей. Это на 100 миллионов больше, чем годом ранее. Как отметили, половина предпринимателей в сферах торговли и общепита. Среди других популярных секторов – строительство, транспорт и обрабатывающие производства. Динамику роста демонстрирует и электронная торговля. Пандемийные ограничения наложили свой отпечаток на работу традиционной розницы и свободное перемещение людей. Изменили потребительские привычки населения и во многом оказались знаковыми для сферы e-com. По итогам 2021 года 9583 казанских интернет-предпринимателя реализовали продукцию на 9,5 миллиардов рублей, что составило 41% от показателей всей республики. В Татарстане лишь каждый 5-й выпускник аграрных вузов возвращается в село. Остальные выбирают город. Как итог, острая нехватка специалистов в сфере АПК, агрономов, зоотехников, ветеринаров. Как решить эту проблему сельхозпредприятий, обсуждали в Сарманово. Здесь на базе аграрного колледжа прошла встреча руководителей техникумов и СУЗов со всей республики. Подготовить профессионалов с учетом условий нынешней экономики одно дело, другое – как закрепить специалиста на селе. В Сармановском колледже есть ответ на этот вопрос. Узнала его и Филюза Хамидуллина.
На данный момент находимся в нашем учебно-производственной базе. Это производственные поля Сармановского аграрного колледжа. На 80 гектарах студенты выращивают яровую пшеницу. Землю обрабатывают самостоятельно, на технике, собранной своими руками. Айнур Харисов сегодня перед гостями совещания сдает демонстрационный экзамен. Ему нужно соединить пресс-подборщик к трактору. С второго курса начинается практика, и перебираю любые тракторы, Беларусь и также комбайны. После заканчивания учебы я пойду уже, наверное, работать. Я думаю, возьму без проблем. Легковые автомобили, бульдозер, трактор и даже имитация комбайна. В этом колледже одна из лучших баз в республике. В 2014 году они стали ресурсным центром, смогли обновить оснащение и закупить уникальный тренажер КАМАЗ контраварийного вождения. Как бы настоящий КАМАЗ почти. Он повторяет всю поверхность проезжей части. Поднимаешься в гору, она все как бы, ты гору поднимаешь, спускаешься, как бы спускаешься с горы. Ежегодно колледж выпускает более 100 специалистов. За 5 лет количество студентов увеличилось 2 раза. Здесь сейчас обучаются 500 студентов. Главное – это трудоустройство выпускников. Это связано, во-первых, учебно-материальной базой. И, во-вторых, у нас партнер Агросила, мы тесно с ним работаем. И они там же проходят производственной практики во время весенних полевых работах и уборочных работах. И они в основном трудоустроятся в этой же базе. Ежегодно студенты колледжа становятся победителями WorldSkills по компетенции эксплуатации сельхозмашин. Теперь готовимся к соревнованиям на отбор в город Тамбов. Там надеемся пройти в финал и победить. За час, думаю, управиться с двигателем от Беларуси спокойно. Это мой рекорд. Как воспитать профессионалов по запросам предприятия АПК, говорят на расширенном заседании с руководителями СУЗов. В этом году колледжи и техникумы республики выпустят более 17 тысяч специалистов. Куда они пойдут? Аграрный профиль, аграрное направление сегодня очень важное направление. Мы сегодня, почему здесь, на базе Сармановского аграрного колледжа? Потому что условия созданы прекрасные. И мы сегодня хотим показать всем руководителям учреждений среднего профобразования, что действительно вот на этом примере нужно и заниматься подготовкой кадров. В прошлом году 84 выпускника агровузов вернулись на работу в село. Это значит, что лишь каждый 5-й приходит работать в хозяйство. Чтобы закрыть потребность кадров в аграрии, эти показатели нужно увеличить в 3 раза. Но для этого нужно поднять зарплату, создавать условия для работы и решить жилищный вопрос. Много работы делается для того, чтобы студенты после того, как после выпускники возвращались в село и трудоустраивались. Вот уже сегодня сказали, что есть для всех выпускников это как подъемная поддержка со стороны Республики Татарстан. Создаются условия по комплексному развитию сельских территорий, и это и федеральная программа. Итогом встречи стали такие решения, как расширение ресурсных центров, вовлечение детей в движение WorldSkills и Abilimpics, а также внедрение в образовательные программы в новые профессии из перечня ТОП-50. Филуза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Сарманова. Ключи от квартир сегодня получили врачи Альметьевска. Символично, что многоквартирный дом сдали в день медицинского работника. Двухэтажное здание на станции Калейкина раньше было врачебной амбулаторией. В прошлом году ее решили реконструировать под жилые помещения. Средства на ремонт выделила Татнефть. Это больше 11 миллионов рублей. Сейчас здесь будут проживать 8 семей по договору соцнайма. Это врачи и медработники. Жилье временное до тех пор, пока они не получат ипотечные квартиры в Альметьевске. ЦРБ выделяет и вахтовый автобус, чтобы врачи добирались до города. В районе дефицит узких специалистов. Нужны окулисты, узисты, неврологи. Всем, кто приедет работать в город, будут предоставлены такие квартиры. Решили вопрос с квартирой, потому что в нынешнее время снимать тоже не дешевое удовольствие, так скажем. Поэтому нам нравится. Я приехала в город Стрежевой, Томская область. Я уже присматривала рабочее место. И в городе Альметьевск у меня все сложилось, и предложенное жилье сыграло очень важную роль в этом вопросе. Сегодня свой день рождения отмечает одна из старейших жительниц Казани, Мадина Гараева. Ей исполнилось 103 года. И ее жизнь полна испытаний. В 5 лет осталась без отца, пережила Великую Отечественную войну, знает не понаслышке, что такое голод и холод. Стойко выдержала удары судьбы и сегодня встречает Новый год своей жизни в кругу многочисленной семьи. Весь день Мадина Гараева принимает поздравления. Ей исполнилось 103 года. Несмотря на свой возраст, не любит сидеть без дела и помогает по дому.
Я не думала, что так долго буду жить. Муж умер в 45 лет. И я, получается, живу за него. Мадина Гараева родилась в деревне Шали Пестричинского района. С детства воспитывала бабушка. В 16 лет уехала в Казань. В 20 вышла замуж. В младенчестве похоронила 2 детей. Затем началась Великая Отечественная война. Мадина Гараева работала в тылу, на фабрике и на лесозаготовке. И на лесоразработки даже послали. В тяжелых условиях они там работали еще. Лес пилили, а в основном это у них там женщины были. Лес пилили и сплавляли по реке. Во время войны рубили лес. 9 мая 1945 года война закончилась. Все встречали победителей, а нас отправили рубить лес. После войны с мужем переехала в Мариэл. Вырастили 2 сыновей. Затем похоронила супруга. В 1959 году умер отец, мы остались мы маленькими. И нас 2, у меня еще есть братишка, который живет в Свердловске. Вот 2 она воспитала, в смысле, хоть в те годы, в смысле, тяжело было. Держала корову, уезжала, в смысле, ходила на сенокос. На тяжелой работе получила травму. Осталась инвалидом на всю жизнь. Она самостоятельно не двигается, не продвигается. Она, держась по стенкам, двигается. Несмотря на это, она никогда не жаловалась. У меня сейчас хорошая жизнь, за мной ухаживают. Если заболею, вовремя дают лекарства. Я жизнью довольна. Сейчас Мадина Гараева живет у внучки. У нее 4 внука и 3 правнука. Каждые выходные семья собирается за обеденным столом. А сегодня ей пожелали крепкого здоровья. Иван Сарафанов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. А на этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках новостей. Здравствуйте! Новая неделя снова встретила нас неустойчивой погодой. Июнь щедр на осадки и перепады температур. Об этом после полезной информации. Кухня, шкаф-купе, любая корпусная мебель в Данил Мастер по вашим индивидуальным размерам и пожеланиям. С бесплатным замером, доставкой, подъемом и установкой только до конца июня. Звоните 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево ожидается переменная облачность, к вечеру дожди и понижение температуры до 20 градусов. Не обойдется без дождей в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Возможно, гроза, умеренно тепло плюс 21. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше свежая, не жаркая погода. Во второй половине дня пройдут дожди, местами сильные. При дожде усилится ветер, температура понизится. В Арске, в Кукмаре, Балтаси утром и днем без осадков. К вечеру небо затянет облаками, пройдут дожди, местами ливни и грозы. В Болгаре, Држаном, Буинске также прогнозируются осадки, порывистый ветер и понижение температуры. Не самая комфортная погода. Без существенных осадков в Альметьевске, Чистополе, Мамадыше будет умеренное тепло. В среду ожидается значительное понижение температуры и также пройдут осадки. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов, без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Говорит Оксана Кузина, основатель медцентра «Доктор Ост». Своим пациентам мы рекомендуем отказаться от сложного хирургического вмешательства. Всего 1 укол позволяет спасти разрушенный сустав и отказаться от протеза даже на поздней стадии артроза и при некрозе. Приходите в «Доктор Ост», убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. В Казани ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня дожди, местами сильные, возможно, гроза. Ночью плюс 14, а днем 21 градус выше нуля. Ветер юго-западного направления, умеренный до сильного. Атмосферное давление понизилось, 741 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 72%. Магнитное поле Земли спокойное, но неустойчивая погода может негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Берегите себя. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.